Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Спортсмены разогреты и рвутся в бой. Ежегодный турнир по боксу памяти защитника Отечества Геннадия Санакоева объявлен открытым. Бизнес-семинар и взаимовыгодное сотрудничество. Делегация предпринимателей из Челябинска прибыла для налаживания деловых связей. Новый и по-современному освещенный Цхинвал. В столице по поручению главы государства производится модернизация освещения. Теперь лестницы у парламента сияют ярким цветом. В Цхинвале стартовал ежегодный турнир по боксу памяти защитника Отечества Геннадия Санакоева, который посетил президент Алан Гаглоев. В соревнованиях принимают участие более 110 боксеров из Южной и Северной Осетии, а итоги будут подведены 29 октября. Глава государства вручил юным спортсменам спортивную экипировку и отметил вклад семьи Санакоевых в патриотическое воспитание молодежи. Сегодня стартовал ежегодный открытый турнир по боксу памяти защитника Отечества, кандидата в мастера спорта Российской Федерации, чемпиона Республики Казахстан, победителя первенства России среди юниоров, кавалера Терского казачьего креста Геннадия Санакоева. Спортивное мероприятие посетил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Кто знал лично Геннадия, прекрасно знаком с его достижениями в сфере спорта и с тем, как он относился к своей родине, к своему народу, отметил глава государства. Я митболтако با خود تو یادی واتساق شسته آخت توی فرشینای چه بررستک افترا شدی شرد مکرجی فرس مکوس کدرا کودتام اما ظالم میدک در کسته میدک در اما شرد میدک در وزدان در اخداو در اما رای گرم بسته ورزگون در وچه گنزنه سارم دوست Валдай буздык бафанда бун мана жанна висарионов на энзахын, ахузан ваздон кабулирестуны кайс кумыл кутта. Гаглойты аламазахта зарга аха миресте авертсогай кайын давенсраз гафалтарыл, амасын хорс фадатис фалтар тинадрайсенендер. Гытыл ниярак монад вача гансыны жестушыны хастафала. Как раз уши бункуст ответственный уттан геналош футболист. فوتبال کرشدینه فلافسته من یک مخمه افتمه کر با خودی ود ما ود نیچی خود کود تا ینو ملاخ هم ایرستواج جست ودی ول در نلگوی مگیش است تایشه سکتاق دیست فلافت جاک چیر خود کود تا او دونانی خود در مساشرم بود تبیر ود من از پارس بین تنتافنده کد فزخم بایده اینج چی فتح چندر و کنه شد تدر چیو ویکودن بولا مسل مختای میاگه که چینکنه مخمر فراکنه. Президент на мероприятие пришел с подарками. Он подарил юным спортсменам борцовские перчатки и спортивную форму. На турнире присутствовала и мать Геннадия Санакоева Жанна Засеева. Она поблагодарила организаторов ежегодного турнира и пожелала процветания Осетии. Уважаемые гости из северной части нашей Осетии, добро пожаловать в нашу прекрасную республику. И я очень хочу чисто по-матерински пожелать вам каждого из вас удачи, успехов. И чтобы вы всегда приезжали сюда за медалями. Чтобы вас встречали здесь ваши же братья на юге Осетии. И Ристон Валав Мусмат, Вашаран Бубира Ионда, В соревнованиях приняло участие более 110 боксеров из всех секций республики, а также спортсмены из Северной Осетии. Итоги соревнований будут подведены 29 октября. Тогда и определятся победители. Алена Утаева, Сармат Гузитаев, Ринат Медоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Делегация предпринимателей из Челябинской области во второй раз прибыла в нашу республику с целью развития деловых связей. Сегодня они провели семинар, в котором приняли участие руководители различных предприятий Южной Осетии. В ходе мероприятия представители российского бизнеса презентовали проекты в сферах ЖКХ, туризма, дорожного строительства и переработки древесины, выразив тем самым заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с юго-осетинскими партнерами. Подробности далее.
Министр экономического развития Республики Южная Осетия Сармат Котаев открыл мероприятие приветственным словом. Он поблагодарил российских коллег за визит в Южную Осетию, выразив уверенность в том, что бизнес-семинар станет платформой для укрепления взаимодействия между предпринимателями республики и Челябинской области. Думаю, что все сегодняшние и презентации, и тематические сессии, они будут именно направлены на то, чтобы была возможность скооперировать наших предпринимателей республики с предпринимателями Челябинской области в данном случае. В Министерстве экономики отметили, что особое внимание уделяется развитию программ льготного кредитования, а также вопросам защиты инвестиций. Очень надеюсь, что такой формат общения будет и дальше развиваться в республике. Так как перед республикой стоят очень масштабные, очень амбициозные задачи до 2030 года, то, наверное, это вот тот необходимый инструмент, тот необходимая площадка для работы и кооперации в Республике Южная Осетия. Помощник министра Агунда Газаева представила участникам обзорную презентацию экономического потенциала Южной Осетии. Она подчеркнула, что ключевыми направлениями развития экономики как в настоящем, так и в будущем являются сельское хозяйство, промышленность и туризм. Природные климатические условия республики – это мощная база для развития агропромышленного комплекса и туризма. Наш земельный фонд с обширными землями сельскохозяйственного назначения обеспечивает возможности для развития животноводства и растениеводства. В прошлом году мы об этом уже говорили, повторим в этом, что недра республики богаты рудными и нерудными месторождениями. Среди них особое место занимает свинец, цинк, медь, а также строительные материалы – это базальт, мрамор и диабазы. Отдельно стоит отметить наличие по ущельям рек Большая Ляхва, Пац, Оксан и других большого количества источников родниковых и минеральных вод. Это открывает перспективы для развития промышленной переработки, а также санаторно-курортного туризма. Андрей Воробьев, ведущий специалист Челябинского филиала издательского дома «Комсомольская правда», приветствовал участников и рассказал о приоритетных направлениях визита в нашу республику. По его словам, налаживание взаимовыгодного сотрудничества в различных экономических областях является главным приоритетным направлением двух сторон. Все мои коллеги приехали для налаживания прямой производственной кооперации, прямых деловых контактов, дальнейшей плодотворной работы. У вас большой потенциал, я бы сказал, даже огромный, и поэтому будет очень хорошо, если кроме Челябинской области, к вам будет приезжать и Ростовская область, и Краснодарский край, и центральная вся Россия, у которой тоже есть потенциал не хуже, чем у нас, и будет вам помогать в становлении родного края. Представители челябинской бизнес-сферы зачитали доклады о выпускаемой ими продукции и других направлениях в своей деятельности. Ринат Ахвадиев, генеральный директор ООО «Группа компаний Станкопром Групп», специализирующийся на оборудовании по переработке древесины, подробно рассказал о производимой продукции и ее преимуществах. Начиналось все с гаража, нас было трое, на самом деле у нас была сварка-болгарка, и мы сейчас от этого момента пришли за 5 лет к небольшому предприятию. Компания молодая, у нас миссия обеспечивать высокотехнологичным оборудованием для измельчения древесины всю Россию и ближайших партнеров. От крупных промышленных предприятий до частных фермеров, садоводов, помогая в их трудном ежедневном занятии. В состав делегации российских предпринимателей вошли представители сфер ЖКХ, туризма, строительства, дорог и производства специализированной транспортной техники. Участники презентовали информацию о компаниях и выразили заинтересованность в сотрудничестве с Южной Осетией. Анжела Кокоева, Айда Кочева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. На территории бывшего завода «Эмальпровод» в Южной Осетии успешно работает местное производство профнастила. Уже несколько лет предприниматель Ибрагим Валиев выполняет как частные, так и государственные заказы, специализируется на изготовлении строительного материала различных размеров и цветов, а поставки сырья производства получает из Липецка и Волгограда. В современной строительной сфере используют самые разные материалы, но одним из самых популярных в нынешнее время является профнастил. Он применяется как при строительстве новых объектов, так и при реконструкции старых построек. Профнастил пользуется большим спросом не только у частных застройщиков, но и у специализированных компаний при возведении крупных промышленных и коммерческих объектов. Ибрагим Валиев производством профнастила занимается уже несколько лет. По его словам, они с другом взяли в аренду одно из помещений бывшего завода «Эмальпровод» и с тех
сих пор занимаются выпуском профнастила. Հասեցիք ռեստորան արենդը ֆոնզ ադիմագայստեմ կուշտի մայմա մեն բալի մավտամենա բաֆանդի սամետ դրած խոտոգի կախրսլավա մադայֆստը մենաբունս դեյտերցավի հայորոզա մոխ մեիս նոշիտ ստանոք վաստբերի վլնակեղ բունան կրիշոտը կայղավի ադամ ադա սագրիշոտի տկտամայի վուհերն հացիազմա նաբումբասդիս իդարնա ի կոմպանիոնիմա ես դիվիզագա من زبورت تکی قرمه پاچیف کتن سمیم جرا سوخترا مخوز درای سومبون کتره آخر مسترم کتر مصدرتا من کت دیتر زاکسته ویم بایده هفتسم کتر رستگ میاد سگن 6 минут ما ردک ساعت مثل سازم بدم زاکسته من آدم دتخشن دوونیست. По словам Ибрагима Валиева, объект в основном работает на заказ, и главное его преимущество в том, что может выпускать профнастил любого размера и количества в течение нескольких минут. مخن ستانو گورا شیطانی ستانو 10 سانتیمتر ای 10 متر ما بیو یافتمات ما ماموزیش یه وارند کو خیلی آخیسن کن آخیسن کن کامپیوتریش هو امی که تفاوت 10 متر داره واسه سوم سو هو آخر ما میتر زیست داشت و ویتخشم دوبنیو آدمان درم کستمی دوینه من قطعو خیلی خورزوش تو ایرستون آخر استرنم کیسوی. Также, по словам предпринимателя, у них есть несколько видов профнастиля разных цветов, но на данный момент большей популярностью среди населения пользуется профнастил шоколадно-коричневого цвета. Объект получает заказы не только от частников, но и от государства. Шоколадно-коричневый цвет автоя я маркотов 817 абун юр хоздару хави. Мецаву менам хамегеска فندادی مدار بخیزت میز دیتر قوی کریشان همی آل سدر نمی کامپلیکتویشان در آل سدر نمیز تو هرباستیس میازرم سدر موا آخم نی خب تا قدم که زنق زبور ترازن سکیش ترازن رسوخت کردن سکوتسین کردن کرد سوارت کدسته اما کس کار خواهد می‌بی این داره من هیرسز دوات کدوسه سرم بیرود تا دیوژی اتکیتی دیس سرز صادق ویدر هرگز سرز تمیل وی هیچ آدم خطاب نیست میاد تقریبا زبطه وول نیسته مختارسن سفرشان بالا دسته آچی در داوون میاد تکستیل دیگه زگرسه فابریکا کمی نیست همسو کورپوس سرس داشته کورپوس هاودن در سکریشات تیو در است مختافره و بعد خچر راس خوسته تقریبا زبخسته. Так же, как отметил Ибрагим Валиев, у них есть контракты с Липецким и Волгоградским заводами. Оттуда привозят оцинкованную сталь в виде рулонов и уже потом выпускают профнастил. Стелла Бязарова, Фатима Чочева, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня. В Цхинвале завершается реализация масштабного проекта по модернизации уличного освещения, инициированного президентом Аланом Гаглоевым. В центре города установлены современные энергосберегающие светильники, выполнена архитектурная подсветка зданий парламента, национальной библиотеки и жилых домов, а также преобразилось освещение в парке имени Валерия Хубулова. Теперь новыми красками заиграла и лестница у парламента, известная горожанам как место проведения послевоенного концерта маэстро Гергиева. По словам главы городской администрации Алана Габараева, новые световые решения создали комфортную среду для жителей и способствуют повышению туристической привлекательности столицы. Этой осенью Цхинвал особенно красив. Улицы и парковые зоны заиграли новыми яркими красками благодаря проекту, который реализует городская администрация. Световые инсталляции, простирающиеся практически по всем районам города, придали нашей столице особенный шарм. С наступлением темноты улицы города преображаются. Городская администрация запустила масштабную программу по модернизации уличного освещения. В рамках этого проекта в самом сердце столицы установлены новые осветительные опоры, которые служат дополнительным средством освещения и красивой декоративной подсветкой. Здесь нужно отметить, что программа реализуется по поручению главы государства Алана Гаглоева. Ruchstim este vattariulag diskoko disadi fektu naše lustratan dar formata ashe lustrata nachattag remesedestam sa design nachima goris polkomakus ir design sana qutjana matsawi remesedi maste tsafalian zakos kutam murshidest ma fekjak tars kadar kutam zakun narafida fala khsha farchadam zalama fashidest. Более
того, осветительные опоры оснащены современными энергосберегающими светильниками, что позволяет снизить потребление электроэнергии и уменьшить нагрузку на сети. Набуну чусталер хашам, набуну тингдарлс хашам, мадун дарст энергосберегающий ташахуна, мадун бирана манч. Наша задача – сделать городскую среду комфортной и привлекательной в любое время суток, подчеркнул Габараев. Бира фантананис, нема олш набу журн нау фалана фанде гурат хоздар канам мяком авиянктас расухт канам ма. Одема крохиза хажар айват кома офта ярастаг орвита жабахай ма кома даллог поркманек чаваллог поркма бошо гурат кузила диазар дар рая. Декоративное освещение города представлено в теплых и нейтральных оттенках белого цвета с умеренной интенсивностью. Это позволяет грамотно акцентировать внимание на деталях, создавая единое световое пространство в столице. Новое сияние обрела и лестница у здания парламента. Именно здесь в 2008 году прошел концерт великого маэстро Гергиева. Ночное освещение на этой территории проработано до мелочей с учетом архитектурных и ландшафтных особенностей. Особенно ту исторический ма так кадару гурат остау маж ашурдигин мана гималайский елтаза ашурдиги Платон такадун стекрасник нигома хост. ما تنگر سوخت بناتو مایو آل تو کراچش در من آل خاطر قده و دیس می فرس سوخت کنون فتچاگ ما فنده دیس ما یال جاش روخسته با کنون سته من وازون تا سته یخیف دستا دارت تک سته تا باندت تا سته مر فنده دیزنج پادسویت کا سارازم واسین تا در سخیر دوم توی مجه من افتر از سوخت بنات راش دیس ما دال نشم کد آدم ویانکتما بمباروی من آش ماشیناتن استر مثلا ما جاش پارکوچنی زونا سیسم بعد ما فدار تک فنده شمای آدارت تک کنم پارک آدارت تگی کنم آشردم در آدارت در مفنده میالا پروکوراتور دم در آدارت کنم. С недавних пор эта локация стала одной из излюбленных мест. Яркие огни привлекают молодежь и блогеров, которые стремятся запечатлеть эту атмосферу в своих социальных сетях. Теперь каждый вечер здесь собираются компании, чтобы насладиться атмосферой и сделать красивые фотоснимки. Уже сейчас вечерние прогулки по улицам города стали по-настоящему волшебными, наполненными не только светом, но и особенным настроением. Подсветка получила положительные отзывы и от жителей города, особенно от молодежи. Проект по модернизации территории вокруг парламента привлекает и внимание туристов, создавая благоприятные условия для роста туристического потенциала республики и развития местной экономики. Мы приехали в республику в гости. До этого такой красоты тут не было. Новая локация появилась для фотографий. Мы уже успели пофотографироваться, выложить уже в соцсети. Там еще поставили скамейки. Очень интересное место для вечерних прогулок. В Цхинвал мы любим, приезжаем часто, нам все очень нравится. Сегодня еще красивее стал Цхинвал, потому что новые какие-то вещи появились, освещение новое. Я очень люблю этот город, приезжать сюда. Спасибо администрации, потому что каждый раз, когда я приезжаю, что-то новое появляется в этом городе. Преобразился также и парк культуры и отдыха имени Валерия Хубулова. Сегодня, прогуливаясь по территории парка, можно насладиться живописными красками осени, которые теперь сияют по-новому, под неоновым светом. Архитектурная подсветка была установлена на многоквартирных домах в конце проспекта Алана Джуоева и на домах по улице Мамсурова, а также на здании Национальной библиотеки по улице Исаака Харебова. Приоритетной задачей было при разработке проекта подчеркнуть красоту и архитектурные особенности зданий. По словам Алана Габараева, в этом году планируется реализовать еще ряд подобных проектов. Более того, на нескольких улицах города будет проведено основное уличное освещение. Агунда Губозова, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня.
В Цхинвале завершился 6-й этап турнира по плаванию «Золотая рыбка-2025», собравший юных пловцов со всей Южной Осетии. Соревнования на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем определили победителей в различных возрастных категориях. За достойные результаты спортсменов разных возрастных категорий наградили грамотами и медалями. Организаторы отметили растущий уровень подготовки участников и анонсировали проведение следующего этапа соревнований в ближайшее время. Во Дворце спорта «Олимп» в Цхинвале прошел 6-й этап турнира по плаванию в вольном стиле. Турнир под названием «Золотая рыбка-2025» собрал юных пловцов со всей республики. Соревнования проводились в различных возрастных категориях, позволяя молодым спортсменам продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучших. Участники соревновались на дистанциях 50 и 100 метров в вольном стиле. Ребятки плывут дистанции в младшей возрастной группе, это 25 метров вольный стиль. Средние возрастные группы, это дистанция 50 метров вольный стиль, 2014-2015 года рождения. Детки старше 2013 года стартуют дистанции 100 метров вольный стиль. Заявлено 154 участника. По итогам соревнований были определены победители и призеры в каждой возрастной группе. Спортсмены, занявшие первые места, были награждены грамотами и медалями. Организаторы турнира отметили уровень подготовки участников и выразили надежду, что соревнования станут стимулом для дальнейшего развития плавания в республике. Мы видим, как растет интерес молодежи к плаванию, и наша задача создать для них все условия для тренировок и соревнований, подчеркнула главный тренер Евгения Терлеева. Следующий этап турнира запланирован на ближайшее время. Ожидается, что в нем примут участие еще больших юных пловцов, желающих проявить себя и побороться за победу. Организаторы приглашают всех любителей плавания поддержать молодых спортсменов. Алина Эльфимова, Оксана Джоева, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра переменная облачность и небольшие дожди. В Знаурском районе днем плюс 16, ночью плюс 7. В Дзауском районе днем плюс 13, ночью плюс 9. В городе Квайса днем плюс 10, ночью плюс 7. В Лениногорском районе дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 10. В Цхинвале днем плюс 16, ночью плюс 9. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.